В продолжении темы в поселке Хандыга Тампонского района продолжается строительство 56-квартирного жилого дома. Ключи от квартир получат участники программы по переселению из аварийного жилья. Когда завершится строительство, узнала Мария Винокурова. Первая свая дома была забита 15 декабря 2012 года. В 2013 году на строительство второй очереди жилого дома заказчиком объекта Хандыкской поселковой администрации выделено около 70 миллионов рублей. За лето строители подняли 2 коробки зданий. Идут внутренние работы по инженерным сетям отопления, наружной канализации и тепловых сетей. Сегодня на объекте задействовано свыше 50 рабочих, включая субподрядчиков. Строители трудятся не покладая рук, а главное с хорошим темпом и качеством. Сантехники есть, электрики, каменщики. На этом объекте мы уже ставили все окна, а тут это половина идет только стена. Ну, каменщик работает только там. В 56-квартирный дом уже в конце этого года из 7 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, будут переселены 104 семьи. Площадь новых квартир от 31 до 87 квадратных метров. Мы намерены участвовать дальше. Но опять же, это работа, это составление заявки, подача документов. Учитывая, что сама по себе Хандыга стоит на болотистой местности, лучше, чтобы это строительство было именно такого варианта, как каменный. В Хандыге квадратный метр новостройки стоит почти 60 тысяч рублей. Несмотря на дороговизну цен, руководство Хандыкской поселковой администрации намерено продолжать строительство многоквартирных домов в каменном варианте. Ведь это надежно и долговечно. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Дилуслан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.